Яшчэ раз усім прывітанне. Гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікова. І сёння я працягваю з вами размаўляць пра музыку, гэтым разам пра новы сінгл праекта Сергея Пукста і Еўгена Белова. Гэта праект True Litwin Beat. Новы сінгл называецца «Я думал, ты тру». Ну і Сергей Пукст сёння яго прэзентуе на хвалях Еўрарадыё. Здравствуйте. Прывітанне, Сереж. Ну, выпуск выходит, несмотря на то, что, в общем, у нас нету достаточных условий для каких-то последовательных проектов, но True Litwin Beat 3 выходит, скорее всего, он выйдет в какое-то ближайшее время, то есть это нам нужно. Дело в том, что у нас тут как бы нет шоу-бизнеса и нет бизнес-плана определенного, мы находимся в таком безвоздушном вакуумном пространстве, и мы выпускаем такие пузыри. И вот этот пузырь, один из них, да, очередной такой осмысленный пузырь мы выпустили в виде этого сингла. Я думал, ты true. И я думаю, что все услышат, потому что, как обычно, мы пытались сделать нечто совершенно иное. То есть вот... Отрозно от первого. Да, от первого, от второго, и потому что нельзя повторить успех, нельзя нужно все время, как мне кажется, неважно, я думаю, что зрители увидят и слушатели. И слухачи почуюсь. Давай зараз им и представим. Калі ласка. Толькі што Сергей Пукст прадставіў на Еўрарадыё ў жывым эфіры новы трэк True Litwin Beat, які называецца «Я думал, ты true». Думал, ты настоящий. Думал, ты настоящий. Пра што увогуле гэта зараз гаворка ідзе? Это такое коллективное послание, в общем, артистам, которые существуют за счет собственного шлейфа. Поскольку есть даже у Шнурова, у любых самых разнузданных артистов, у них есть определенная ожидаемая амплитуда. Это люди, которые ни в коем случае не могут, скажем, не пресечь, а превысить ожидания своей целевой аудитории. То есть вот есть какая-то фан-база, есть какой-то Кинчев, который там выходит, вот так вот делает хореографию, бабах, и все понимают, что он не имеет права на глупость, не имеет права на сложность, не имеет права на шутку, потому что это вопрос такого стадионного сознания,
и артист становится как бы заложником этой всей истории. Ну, мы во втором альбоме в True Litwin Beat использовали много фамилий, то есть мы называли. Я только сейчас. Я памятаю, так? Я только сейчас 2 фамилии назвал, но мы ушли специально от какого-то обобщенного образа, да, потому что вот этот вот момент интеллигентской рефлексии по поводу неизвестно чего, как бы меня очень, ну, мне он очень надоел, потому что это такое, как бы, мы называем неназываемое, и мы его не называем, а мы говорим о предчувствии, о вот этой вот нашей какой-то тоске, о вот этих всех делах. А здесь я как бы нашел какого-то такого, создал обобщенный образ, к которому я и обращался, что я думал, ты true, думал, ты настоящий. Потому что такое рок-звезда? Это как бы смешной очень персонаж сегодня. То есть именно такой рокер, как рокер. Киншоу – смешный персонаж. В данном, мне кажется, сегодня именно поскольку его творческая активность лежит больше в плане идеологии, нежели, собственно, творчества. Вот и он, и ряд, много очень Слухай, людей. але, до беларусаў кіншаў, мне падаецца, ўсё ж мае такое ўжо зусім дачыненне ніякае. Да, так в том-то и дело, что сегодня, скажем так, рок не рок, да, то есть он такой. То есть, во-первых, нет уже оппозишена, который роком заявлялся изначально как его вот задача. А есть вот эта декоративность, вот это, банданы, там все, это банданы как бы юмористический элемент. Есть просто такая принадлежность к року, есть вот этот псевдо, такой то ли поп-рок, то ли еще, и даже непонятно, что это, то есть потому что такое группа Би-2, что такое даже Сплин при всем его поэтическом даровании. Але все одно, мне падаецца, Сережа, что это все не про Беларусь и не про белорусов. Серьезно. Это просто так. Это просто так, але у тебя все ж проект альбома называется «Непотребная правда про белорусов». И как бы, что ж тогда там про белорусов? Это первые 2 альбома назывались так. А зараз? А сейчас мы думаем над названием, у нас нет названия. Это не будет протяг того, что было? В том-то и дело, что мы полностью перемыкаемся. То есть все это уходит в более и более глубокую личностную рефлексию, как бы. То есть мы продолжаем размышлять, но мои выводы становятся все более частными, скажем, относительно реальности. И это, я так понимаю, ведет нас в плодотворный тупик. И 3-й альбом будет кризисным, и мы провалимся, а потом мы возродимся. Я думаю, что потом мы поймем, что надо создавать свою хореографию, свою музыкальную стилистику, нарабатывать фан-базу, собирать стадион. И на уровне таких достаточно понятных обобщений, как, например, там сигареты, вино, кофе, воин, земля, трава, мы можем, скажем, создавать достаточно символические произведения, чтобы люди к нам потянулись. Я нагадываю, что сегодня гость живого эфиру Еврорадио Сергей Пукст. Зусім нядаўна Сергей представил у нас новый сингл ягонага проекта True Litwin Beat. Песня «Я думал, ты true, ты настоящий». Вось, яе можна будзе хутка паслухаць на Еврорадио, на нашем сайте euroradio.fm. Нагадаем, что там есть узроставае абмежаванне 18+, не ўсім. Можно, конечно, это все послухать. Слухай, наконт того, что... Не, я еще мушу нагадать, что нас можно не только слухать у живом эфире, а глядеть видеостримы у Фейсбуку, ВКонтакте и Одноклассниках. И, калі ласка, калі у вас есть пытанне да Сергея, задавайте, ён на ўсё адкажа. І за ўсё адкажа. Да. Як ты лічыш, вось мы, глядзі, з табой цэлы год не бачыліся, але вось гэтая непатрэбная праўда пра беларусаў, яна назапашваецца? Ты вось шмат такой непатрэбнай праўды за гэты год даведаўся пра нас, пра ўсіх? Я живу здесь, у меня происходит, в голове случаются разные мысли относительно того, что есть, и не то, чтобы это детективная история. Мы все понимаем, это все, в общем, лежит на поверхности. Вся наша ситуация, история, восприятие. По поводу не про нас, я уже повторяюсь, но
у нас медийное пространство в основном русское, оно не белорусское, оно не насыщено белорусскими персоналями в массе своей, если говорить о таком пан-моменте. То есть, если говорить о поп-культуре, о рок-культуре или о поп-музыке, у нас их нет, у нас мало, к сожалению. У нас есть герои, у нас есть Левон Вольский, у нас есть масса людей, которые, но их нет в медийном пространстве, наверное. Не, мне падаецца, што ўсё ж сітуацыя мяняецца ў гэтым плане. Меняется, но мы будем говорить, скажем, и не только об этом. То есть, и мне, понимаешь, все, скажем, это момент моего персонального восприятия. Я не могу, то есть, вот создание обобщенного образа и создание там, например, какой-то типизации, потому что даже с первого альбома Truly Twin Beat он занимался, я решал исключительно свои собственные проблемы. Как Антонов, который громил киоски, его спрашивали, вы так помогаете российскому авторскому праву? Он говорит, нет, я громлю только киоски, где есть мои записи нелицензированные. Поэтому я помогаю только себе. Какие свои уласные проблемы ты вырашал в первом альбоме? Я высказался по поводу всех моментов, которые меня лично, персонально меня задевали, трогали, и которые я, скажем, по поводу которых я испытывал какую-то, скажем, внутреннюю агрессию, да. И то же самое продолжалось во втором, но в первом просто так получилось, что это были более общие, скажем, мысли, потом они истончались, сейчас они будут носить такой сугубо такой агрессивно-старческий характер, поэтому я буду... Рубить, да. Потому что старики, они же понимают, что у них уже ничего не остается. Я условно говорю. Но, да. Все, я просто... У меня закончилась мысль. Ага, добра. Тады я сябры нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё Сергей Пукс. Ён сёння прынёс нам новы трэк ягонага праекта Truly Twin Beat. Я думаў, тытру, мы ўжо яго паслухалі. Вось, і працягнем з Сергеем размаўляць літаральна праз некалькі хвілін пасля навінаў на ветер, а ветер это вид. Вот же это слово с ног как будто сбило. Слово это ветер, а ветер это сила, а издали и город кажется осколком, потому не вечно, потому недолго. А вот же эти руки, шелка злые плети, бьют, а мне не больно, я один на свете, подожду звезды. Что еще остались? Попрошу небо, обогрей малость. На заре тихой солнце разбудит, все, что захочешь, все так и будет. День уходящий сбросит оковы, зачеркни старый, нарисуй новый. Вот бы обогреться искрами рассвета, а уже торопит, мол, пройдет и это. Уж звезда на небе 100 имен сменила, а имя это слово. Слово это ветер.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Увесь Крым застаўся без святла, піша Крым-Інфарм. У некаторых гарадах і раёнах знікла электраэнергія. У Сімферополі і Севастополі да таго ж узніклі праблемы з сотавай сувяззю, не працуюць банкі, тэрміналы аплаты, няма электрычнасці ў гандлёвых цэнтрах і прыватных дамах. З-за выключаных святлафорах у вялікіх гарадах утварыліся заторы. Невядомыя павалілі крыжы ля рэстарана ў Курапатах, міліцыя спрабавала разагнаць абаронцу. Адбылося гэта сёння ўначы. Нагадаю, што крыжы выставілі нядаўна ля праезду ў рэстаран «Паедзем-паедзім» у ахоўнай зоне, якая месціцца за 50 метраў ад мемарыяла. Як расказаў «Свабодзе» адзін з лідараў пратэсту, сустаршыня Павел Севярынец, актывісты думаюць, што крыжы павалілі супрацоўнікі рэстарана. Пратэстоўцы паставілі іх якраз для таго, каб перашкодзіць машынам з прадуктамі і са смеццем ездзіць незаконнай тэрыторыяй. Сёння о 12-й сабраліся ў Курапатах 20 чалавек. Прыехалі людзі з рэгіёну, з Бабруйска, з Віцебска, далучыліся праваабаронцы. З вясны на чале з Алесем Бяляцкім. Траіх беларусаў маладзёнаў падазраюць у крадзяжы грошай з банкаўскіх рахункаў замежнікаў. Дзейнічала група ў 2012-2014 годах, купляючы персанальныя звесткі замежнікаў на спецыялізаваных сайтах і выкарыстоўваючы іх для атрымання грошай з дапамогай інтэрнэт-гандлю. Яны абчысцілі рахункі некалькіх дзесяткаў чалавек, а агульнай сумай на $20 000. Двух мужчын затрымалі, яны арыштаваныя. Міліцыя абвясціла ў вышук трэцяга. Гэта 34-гадовы Мінчук Дмітрий Курдюнов. Святлана Адзінец, служба інфармацыі і Еўрарадыё. Яшчэ раз. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз усім прывітання. Гэта па-ранейшаму жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне. І наш сённяшні госць Сергей Пукс. Сярожа сёння прыйшоў з новым трэкам ягонага праекта «Трули Твин Бит». Трэк называецца «Я думал, ты тру». Ну і гэта ўсяго толькі першы трэк, адзіны з трэцяга будучага альбома. Ну, а што будзе далей? Который мы делаем с Женей Беловым. Ну так. Да. А что там далей будзе? Яшчэ вы нічога не ведаеце? Нет, ну там будут совершенно разнокалиберные треки по и даже по лоу-файности, и по всем, скажем так, параметрам. То есть это будет такой альбом достаточно пестрый, как если подготовить наших 5 зрителей к тому, вот, собственно говоря, что там будет. И это будет такой альбом, ну, я его назову 32+, приблизительно, возрастная категория. Вот, ну, такой интересный, где охватывается масса моих персональных, скажем, ну, эротических комплексов, есть масса, ну, скажем, уже надо сообщать о себе что-то, понимаешь, что-то ну, личное. Зараз так, зараз самое цікавое – это человек. Потому что вот эта общественная, скажем, тематика, которая, ну, скажем так, проходит через мою призму, она не так интересна, а скорее интересен, скажем, момент моей личности, да, который, на самом деле, не исключено, что никому и не интересен. Вот, но мы должны... Нет, надо смотреть правде в глаза. И вообще интересно, что личное... Вот почему я так говорю? Потому что вот, ну, например, там сфотографировался там я с Чалом, да, вот до известных событий. И да, сразу очень популярная какая-то история, фигура. Все начали шукать и гуглить, кто такой Пукс, что это такое, какая-то история. Вот, хотя это, ну, как бы история достаточно дикая и странная, и весьма несистемная, скажем, исходя из того, что я делаю более или менее осмысленно. Но если ты делаешь какой-то системный продукт, да, то все как-то сникают, всем кажется, ну, понятно. А все вот этим соколиным взглядом таким смотрят, где же он облажается, этот человек. Правильно я говорю, дорогие радиозрители? Вот я думаю, что мы все на самом деле с вами существуем вот именно в таком, в пространстве какой-то космической дичи, которую должен творить
любой из нас, да, и, собственно говоря, вот этот вот момент вот этих ваших таких уже истерзанных вот этих вот органов ощущений и органов наслаждения, как у крысы, да, которых вас уже истрепали всячески, потому что вам потакают уже и так, и так, и так, и так, и вот этот орган еще надо что-то, чтобы что-то кольнуло, и чтобы вы испытали вот эту вот эротическую судорогу. Я думаю, что вот этот аспект, конечно, ожидается. Вы его получите. Вы его получите на новом альбоме True Little Beat. Этот аспект тоже будет присутствовать, потому что момент какого-то момент рефлексии, он должен уходить и, сменяясь нахлынувшей волной боли, пространство боли, секса и тех чувств, которые, в общем-то, все, скажем так, уже устали испытывать, по большому счету. Ну, это будет некий новый Пукст. Да. Ну, не Пукст, Пукст Белов. Пукст Белов. Да, там я не хочу обратить внимание, что это не только мой проект, это скорее это ни в коем случае не оправдание, это прежде всего подчеркивание достоинства этого проекта, потому что Женя Белов, он делает, ну, он мой соавтор, причем абсолютно полноценный, и это наш такой тандемный проект, и без него, конечно, не было бы, ну, вообще практически ничего, потому что это все, что делает с точки зрения записи, электронного сведения, это все его работа. Ну, зразумела, контекст будзе мяняцца, а сутнасць музычная ці зменіцца? Ці ўсё ж гэта будзе такі па-ранейшаму хип-хоп? Да, жанрово это можно условно будет списать на хип-хоп, потому что, но ведь хип-хоп сегодня разнообразен достаточно, но это будет, да, текст, который читается на какую-то музыкальную подложку, поэтому мы будем по-прежнему выступать в этом качестве, то есть даже какие-то элементы песни, они будут, в общем, нивелироваться. То есть мы будем убирать музыкальность, потому что у меня давно уже зрела эта идея, что стихи, они не существуют вместе с музыкой. Это некий иной жанр, то есть это некая вокальная какая-то субстанция получается, когда ты пропеваешь любой текст, он обесмысливается, потому что он обесмысливается красотой мелодии, ну, красотой голоса, красотой... Коли голос непригожий и мелодия непригожая. Тогда он обесмысливается не красотой мелодии и не красотой просто голоса. Просто увогуле обессенсовывается. Да. То есть он просто делает... И поэтому хип-хоп в моем случае это естественный приход, как говорим мы, значит, к форме неизбежной. То есть это неизбежная форма, читка, потому что текст он должен художественно рассказываться, доноситься. И все, даже вот Шансонье, Вертинский, например, они, в общем, приходили к рассказу о истории. То есть, да, через какие-то тонно-мелодические музыкальные сочетания, еще что-то, но в принципе это была эмоциональная подача и рассказ. Слухай, ну ты раз зараз уже стал таким специалистом по хип-хопе. Никаким специалистом не стал по хип-хопу. Я считаю, что хип-хоп в современном виде на 95%, прошу прощения, что это такая пацанская правдивая рубка, потому что, то есть, вот все эти интонационные ходы, типа, не, ну чё там, это, ну вот это все, или там, я сказал, это все такая же неестественная и фальшивая подача, как и, скажем, опера, которая, в общем, по своей природе достаточно неестественна, если она зачастую. Точно так же, как и эстрадные концерты Большого зала Дома Союза в 70-е годы, когда они выходили и пели что-то про партизан, такое проникновенное, что к реальным партизанам стилистически, ну, как-то, понятно, что необходимо создать определенный образ, да, но это прежде всего, конечно, кровь, это, конечно, ну, боль, это, конечно, прежде всего мясо, и это просто кошмар. Вот что это такое. Окей, ты кажаш, што хіп-хоп цяперашніх гэта такая ненатуральнасць, але чаму
хіп-хоперы сучасныя, тыя ж расійскія, тыя ж розныя аксіміроны, фейсы і так далей, класна жывуць, збіраюць тысячныя залы, зарабляюць мільёны і значна лепш адчуваюць сябе, чым вось беларускія авангардысты. Потому что Оксимирон, допустим, если говорить о нем, это человек, который создает вот этот, он всем, это лесть обывателю, потому что он оперирует теми же понятиями, что оперируют, например, люди, которым за 50. Он упоминает массу имен, он такой нахватанный гуманитарий. Не знаю, насколько нахватано, но вот это вот такой гуманитарный понос, простите меня за выражение, извините за нерадийное выражение, но это термин такой, который фактически состоит из имен, из каких-то философских понятий, из каких-то категорий, которые он, конечно, в Англии освоил, и это безусловно так, но и это создает для старшего поколения вот этот приятный момент, что он же, вы же посмотрите, молодой, а какой удивительно умный молодой человек. Не то, что эти тупые молодые, которые сегодня... То есть, и вот этот вот момент, скажем, вот угождания всем и всему, то есть, я думаю, что он тоже, скажем, в данной ситуации работает. Вот. Есть какой-то определенный, есть стола, есть поэтическая образность, все это тоже присутствует, но вот этот социологический момент, социокультурный момент, он важен, и он имеет место быть. Поэтому, что там, кто еще? То есть те люди, которые включают этих пацанчиков, там какой-нибудь ГУФ, что это? Это какая-то... Не знаю, это что-то фантастическое? Нет. Ничего фантастического, в общем, тут нет. А вось ЛСП еще любить белорусский гурт? ЛСП хорошая группа. Там есть личная история, есть драма, которая всегда очень хорошо заходит. Есть талант. Савченко очень хороший шоумен, насколько я знаю. И есть подача, есть образ. Как раз-таки в этом плане, да, и есть драма, есть край, да, к которому в своих текстах подходят музыканты. Это всегда важно. И создание вот этого прекрасного баронического образа, когда, с одной стороны, я презираю роскошь, с другой стороны, я ей пользуюсь, с третьей стороны, я над всем этим смеюсь, и я ко всему этому отношусь чрезвычайно холодно и саркастично, и я, в общем-то, уже практически асексуален, настолько я пресыщен, но я все еще молод и прекрасен. И вот этот вот изумительный образ, он вполне адекватно транслируется. Это важные вещи. Все это как бы оно... Понимаю, то есть это понятные моменты, это связано, это история, то есть история артиста. Я мушу нагадаць, што сёння гость жывога эфіру Еўрарадыё Сергей Пукст. Мы размаўляем пра хіп-хоп і праект Сергея і Евгена Белова «Truly Twin Beat». Сёння прэзентаваў у нас вось літаральна некалькі хвілін таму новы трэк тытру. Я думал, ты тру. Слухай, вось як ты думаеш, як доўга працягнецца эра хіп-хопу вось цяпер у сусветнай музыцы і што прыйдзе на змену? Я думаю, что на смену скажем, хип-хопу должно снова прийти нечто экспрессивно-раритетное. Собственно, и хип-хоп, понятно, что это не новое направление, но сегодня все зависит от каких-то технологических моментов. Мы понимаем, что когда были развиты, скажем, то есть бытовая электроника, в частности, клавишные электронные инструменты получили распространение, то в конце 70-х, 80-е это была электронная музыка, и начиная с самой тупой музыки диско, которая существует в мире, и на это, естественно, был получен ответ в виде Нирваны в 1991 году, потому что уже это было настолько манерно, изнежено, измучено, и
Я думаю, что Modern Talking вот в нашем сознании он пробил особую эстетическую брешь в этом плане. И поэтому все, как глоток свежего вот этого грязного, вонючего, потного гранжевого воздуха, они восприняли, как они не могли надышаться этим зловонием великолепным гитар. То есть, потому что, да, пришли опять пришли вы, грязненькие мои, прекрасные, рваные, такие чудесные, вот с этим все. Я думаю, что момент, скажем, трендово должен пойти куда-то, как-то так, потому что сейчас то, что происходит, достаточно стерильная история, когда уже мы видим, что фактически происходит поточное производство условно андеграундных звезд. Гречка, Монеточка, и мы говорим про русский, там, где есть продюсерская работа какая-то, да, и где, в общем, в русскоязычном пространстве создаются какие-то образы и герои, да. Вот, то есть мы видим, что и мы видим, что это уже чисто такая вот уже технологичная атака, и уже уже пошел чистый вот денежный конвейер работать. То есть вот в этих случаях, когда, да, они преподносятся как открытие, они говорят о чем-то, то есть они на новом уровне удовлетворяют и льстят молодую, той аудитории, на которую они рассчитаны. То есть вот поэтому тут все, мне кажется, логично. Окей, а что тогда будет с нами и с нашей белорусской музыкой? С нашей белорусской музыкой будет ряд самородков. В общем, пока что я не гуру. Я, если бы сам понимал, как все работает, я был бы, может быть, кем-то, но по моим ощущениям здесь, во-первых, уже что-то происходит, потому что есть, скажем, группы, которые становятся известны просто в силу того, что в России, например, на постсоветском пространстве в любом случае аудитория больше, чем в Беларуси, поэтому, скажем, внутри страны иметь какой-то глобальный успех просто сложнее, да, и есть у нас, что есть Айова, есть есть Мастелайт, которая, скажем, она в своем ограниченном клубном формате, конечно, собирает то, что должна собирать, условно говоря. Есть Супербесса, которая ездит благодаря Диме Бескаравайному. Нет, я уже говорю так, потому что от Димы Бескаравайного я получаю эти новости. Вот, но есть вот эти шоу-кейсы, на которые отправляются музыканты. И на самом деле Белоруссия, вот по большому счету, это вот, не знаю, это как ЮАР. То есть я говорю, может быть, слишком громко, но это страна, где масса необработанных алмазов. То есть месторождений очень много, а вот какой-то такой четкой, внятной, как мне кажется, продюсерской концепции на них просто нет. То есть некому накинуть сеть шоу-бизнеса на все это богатство. То бок все за самородками и за Диантворд. Вот хутка у нас так само потому что у нас этих самородков даже больше, например. Мне кажется, больше, чем в балтийских странах. Потому что вот я, когда смотрю, я смотрю, что и эти, и слушаешь музыку, и даже вот там морквоцвет какой-то, слушаешь, массу групп. Вот просто вот тыкаешь и видишь, что великолепно есть исполнители. Сярожа, мы мусім ужо заканчваць размову. Я нагадаю, што госцем жывога эфіра Еўрарадыё стаў сёння Сергей Пукс. Ён прадставіў новы трек праекта Евгена Белова и Сергея Пукста «Тру Литвин Бит». Трек называется «Я думал, ты тру». Яго можна будзе літаральна праз некалькі хвілін паслухаць ужо на нашым сайце euraradio.fm. Дзякуй, Сярожа. Спасибо вам. Чакаем новый альбом. Да. Мы представим его обязательно в ближайшее время.